В одном из ущелий, вливающихся словно реки в Аргунское ущелье, есть селение Гухой. Из поколения в поколение здесь передается легенда о Губайше, человеке недюжинной силы, посмевшей занять позицию неподчинения грозному имаму Шамилю. Трагедия Губайша в деталях по-разному варьируется рассказчиками, но в целом сюжет остается неизменным. История, случившаяся в Гухое, потрясающая своим драматизмом, не может не волновать воображение художника. И волнует. И будет волновать тем больше, чем больше будет обретать право на жизнь сама история войнавского народа, в значительной степени до сих пор замалчиваемая или искажаемая. В наше время иные думают, что Шамиля и его религиозное учение мюридизм приняли с распростертыми объятиями. Негладко происходило признание имамской власти Шамиля в начальный период его деятельности в Дагестане. Негладко оно проходило и в Чечне. Хотя Шамиль делал чеченцам множество поблажек и уступок в сравнении с дагестанцами. И как раз труднее проходило признание его власти в Горной Чечне, где горцы были подальше от пределов досягаемости царских войск. Но нередко и в Чечне ему приходилось прибегать к беспощадным мерам принуждения. Долго сопротивлялись его власти общества района Шароя, несмотря на то, что этот район непосредственно прилегал к народному Дагестану, Аварии. И вот однажды для проведения горцев покорность он арестовал 12 рядовых старейшин Шароя. Связанными положил их в башню, изображенную на переднем плане сувенира, обложил их дровами и сжег живыми. Деревянные части внутри башни сгорели начисто, позже рухнула ее пирамидальная кровля, а наружные стены стоят, как стояли сотни лет. Не всегда такие экзекуции, подобные Шароевской, проходили у Шамиля легко, и об одном таком случае, едва не стоящем Шамилю жизни, мы и хотим рассказать. Постоянным спутником Шамиля при его поездках по Дагестану и Чечне был его личный историограф Магомед Тагир Искараха, описавший наиболее важный случай из боевой и административной деятельности имама. Описывал он события в необъективном, венно-подданническом духе, смотря на них глазами Шамиля. Главный труд его, составляющий объемистую рукопись на арабском языке, именовалась «Блеск горских сабель в некоторых газоватых имама Шамиля». Труд этот распространен по Дагестану и Чечне в 1,5 десятках списков. И один из вариантов его был переведен в советское время известным академиком-арабистом Крачковским. В сообщении же о случае, о котором мы хотим рассказать, имеется и общеизвестный актор Кавказской археографической комиссии, издававший в прошлом веке в Тифлисе. После того, как возле селения Старой Атыги в 1844 году была построена царская крепость Воздвиженская, Шамиль обижал подвластные ему аулы в общество, прилегающее к реке Чанты-Аргун. Дело было зимой. Шамилем была охрана в составе сотни мюридов-телохранителей. Шамиль посетил и Тумкале, был в Зумсое, в Чунхое, и оттуда приехал в Мулкоевское ущелье, где расположены были довольно большие аулы Гухой и Бенгарой. Под вечер имам остановился в ауле Гухой, у очень влиятельного в то время пожилого человека по имени Губайш. Это был человек непомерной силы и огромного роста. Считался он первым старейшиной Мулкоевского тейпа. Шамилю со свитой, состоявшей из 8 человек, отвели в доме Губайша большую комнату с широкими нарами у одной стены. У противоположной стены в очаге Таух горел жаркий огонь, и комнате освещал чирх, каганец. Для конвойной сотни, расположенной в другой сакле, тут же во дворе Губайш велел зарезать быка. Для Шамиля и свиты зарезали барана. Гости и Шамиль, расположившись на нарах, плотно поужинали, и Шамиль попросил хозяина устроить ему постель у самого очага, так как за день он сильно промерз. Перед тем, как улечься спать, Шамиль затеял с Губайшем разговор. В то время Шамиль не умел говорить по-чеченски, и беседы с чеченцами он вел при помощи переводчика. Да и вообще, под конец своей имамской деятельности, по-чеченски он говорил плохо. Переводчиком у Шамиля был житель одного из ближайших селений. В числе свиты Шамиля был аварец, довольно хорошо говоривший по-чеченски. Но в продолжении всей беседы имама с Губайшем он молчал. «Губайш», — обратился Шамиль к хозяину дому, — «в эти дни я объехал горные ущелья и общество Шароя, Шатоя, Чанты, Зумсоя и Чунхоя. Везде горные люди признают мою власть и торжественно обещают поддерживать меня и биться с неверными до полного их изгнания из нашей страны. Только ваше Мулкоевское общество, старейшиной которой являешься ты, не признает меня и не подчиняется моей власти. Виновным в таком отношении Мулкоевского народа к делу газовато я считаю тебя. Завтра мы соберем весь народ вашего ущелья и поговорим с ним. Если ты считаешь себя верным мусульманином, то как тамада Мулкоев ты должен выступить и склонить народ к беспрекословному подчинению мне». Переводчик все слова имама перевел точно, но добавил от себя: «Если ты этого не сделаешь, я тут же прикажу отрубить тебе голову». Горячий по характеру Губайш не выдержал и в раздраженном тоне ответил: «Шамиль, я никогда не шел против тебя и не уговаривал народ противиться твоей власти. Но то, что ты говоришь мне, покушав у меня в доме чурека и соли, недостойно имама». Переводчик исказил и слова Губайша, добавив от себя: «Это еще вопрос, ты ли мне отрубишь голову, или я тебе». В сильнейшем гневе имам соскочил с нар и приказал свите: «Вяжите Гаура». 8 человек набросились на Губайша. Долго продолжалась борьба.
Участвовал в ней и сам Шамиль. Наконец Губейша свалили и поясным ремнем связали ему руки за спиной, связали и ноги. «Выколите глаза собаки», — приказал имам. Один из свиты поспешно вынул подкинжальный ножичек и выколол Губейшу глаза. Ослепленного Губейша отвели в кладовую сакмошку и бросили на пол. У дверей поставили вооруженного мюрида-аварца, вызванного из конвойной сотни. Некоторое время Шамиль и свита обсуждали случай. Аварец и свиты, знавший по-чеченски, молчал. Наконец утомленные гости улеглись спать. Шамиль лег на постель, устроенную ему у самого очага. Но через некоторое время, сильно разогревший у огня, перешел на нары. На его место у очага лег чеченец-переводчик. Глубокой ночью Губейшу удалось порвать ремни, связывающие его руки и ноги. Бесшумно выйдя из кладовки, Губейш напал на дремавшего охранника, задушил его и вытащил из ножен его кинжал. И, хорошо зная расположение комнат в своем доме, появился в помещении, где спали имам и его свита. Первым делом Губейш плотно закрыл дверь на запоры. Затем подошел к очагу и страшным ударом кинжала почти надвое разрубил лежавшего там переводчика, думая, что это Шамиль. Огонь в очаге к тому времени погас, каганец не горел. Лежавшие на нарах, в числе их и сам Шамиль, разбуженные шумом, вскочили, и в совершенной тьме началась борьба со слепым Губейшем. Во время драки 3 человека из свита Шамиля были убиты. Другие получили ранения. В числе их был и сам Шамиль, получивший 12 ран. На шум и крики из конвойной сотни сбежали мюриды, выломали дверь, отняли у Губейша кинжал и связали его. Уже лежа связанным на полу, Губейш крикнул: «Ну, Шамиль, если ты жив, как тебе показался твой хозяин, который принял тебя как дорогого гостя?» Ранее молчавший аварец из свита перевел Шамилю вопрос. Шамиль ответил: «Слов нет. Храбрым человеком ты оказался, но ты неверный и собака. И утром умрешь, как собака». И утром Губаша всенародно казнили. Шамиль же почти год лечился от ран, нанесенных ему слепым Губашем. 12 лет спустя, 7 сентября 1859 года, в Гунибе Шамиль сдался армии Барытинского. После почетной сдачи в плен он долгое время безбедно проживал в Калуге, на попечении царя Александра II. В 1866 году принял присягу на верноподданство. После 10-летнего пребывания в Калуге в феврале 1869 года, соизволение царя, которым бывший имам был возведен в потомственное дворянство, отправился в паломничество в Мекку, где и скончался. Шамиль похоронен в Аравии на кладбище Джаннат Аль-Бакия в Медине. На надгробном камне, каменной стеле, после молитвенных обращений к Богу, выгравирована надпись: «Здесь покоится тело имама Дагестана Шамиля, который в течение 25 лет воевал в Газавате с неверными. При омовении покойника на теле его найдено 28 рубцов от ран, нанесенных ему неверными. Да в мире упокоит его великий Аллах». 12 из этих ран были нанесены ослепленным им Губаше.